Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится крайне неожиданно до конца недели? Загадайте, пожалуйста, на себя, на события недели и на то, что будет крайне неожиданным для вас. Пусть нужная и важная информация найдет вас заранее. Тем самым вы сможете подготовиться и настроиться, либо правильно будете реагировать в той или иной ситуации. Ну что, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Здесь всплеск интуиции, вашей собственной интуиции. Ну, такое впечатление, что у вас как две пары глаз. Одни на лице, другие на затылке. Прям конкретно показывают, что те, которые на затылке, они гораздо больше и видят четче, дальше, видят в темноте, видят в сумерках, видят через время и пространство. У вас, буквально ваша интуиция с вами разговаривает. И эти моменты, они прям такие пограничные, да, потому что многие из людей, допустим, не верят в интуицию, многие сами в себе сомневаются. Многие люди, пока не проверят, да не поверят. Логично, согласитесь. У вас будут дежавю, у вас будут какие-то инсайты, у вас будут сны, которые прям сбываются тютелька в тютельку. И у вас в каждой ситуации формируется свое какое-то четкое мнение. Но смотрите, это не просто так. Потому что время сейчас непростое. Время, вот у меня идет картинка перед глазами, как будто бы вы балансируете на очень-очень тонкой веревочке, как размером с волос, да, с человеческий волос, настолько тонкая, и вам нужно по этой веревочке с одного, скажем так, берега на другой перейти, да? Это не мост, это тоненькая, тонюсенькая веревочка, как человеческий волос. Это очень такая скользкая ситуация. Один неправильный шаг, либо потеря равновесия может привести к достаточно драматическим событиям. И я вижу напряжение в вашей жизни. Я вижу, что вы нуждаетесь в помощи, но не хотите принимать то, что вы сами себе можете помочь. Либо, опять же, в патовой ситуации человек на кого-то предпочитает надеяться, вместо того, чтобы надеяться на себя. Смотрите, все, что вам будет являться, все, что вы будете чувствовать, все это будет сбываться. И только лишь от вас зависит, либо вы себе верите и сами себе помогаете в критической ситуации, в сложной ситуации, либо вы доверяете кому-то, но тогда будут точно какие-то проблемы и будут какие-то ошибки. Даже самый умный и грамотный человек не подскажет вам честно и четко, настолько честно и четко, как подскажет ваша интуиция. Вот это вы должны понимать и принимать. Я даже больше скажу, из-за того, что у вас две пары глаз, то есть даже вы можете другим людям подсказывать, не только себе помогать, но и подсказывать другим. И да, не бойтесь этого момента, потому что вы действительно видите, вы чувствуете, вы предчувствуете. У вас открыт канал, понимаете, что еще надо? Канал открыт, все. Вы получаете то, что не могут получить другие люди. Вы через себя проводите то, что другим и не снилось. То есть вам не нужны те, кто вам советует. Да, советчики вам не нужны. Откажитесь от этого, не ищите советчиков. Все, что вам нужно, у вас есть в виде вашей интуиции и в виде вашего острого ума. В какое-то время, поверьте себе, не нужен вам кто-то. Вы сами все знаете, умеете лучше, чем другие. Это не вам должны помогать, это вы должны другим помогать. Да, вот все открылось для того, чтобы вы это сложное время пережили. Я вижу, что время очень сложное, очень неспокойное.
спокойная. И вот вы как канатоходец, да, но у вас не канат под ногами, а тонкая волосиночка, да, по ней вы идете. Это очень тяжело и очень сложно. Все, что с вами будет происходить, все эти инсайты, дежавю, открытие информации, видения, либо сны, это все вам будет помогать. Интуиция с вами общается. Верьте себе, сами себе поможете, и путь вы свой преодолеете, да, вы пройдете. Какой бы ни была тонкая эта волосинка, вы пройдете. Будете слушать других, будет больше стресса, больше заминок. И даже у кого-то может и быть, что вы сорветесь с этой волосинки, упадете в холодную воду. Вот, и придется потом опять свой путь проделывать заново. А это дополнительный стресс, это дополнительные переживания, страдания. Ну, сами понимаете, да? Верьте себе. Дальше вижу, что до конца недели вам правда откроется. Правда, которую от вас то ли долго прятали и скрывали, то ли, возможно, кто-то очень сильно был заинтересован, чтобы вы верили в ложь, но не знали правды. Вот я вижу, что вам откроется правда. И вижу, что вы очень порадуетесь, когда вам правда откроется. То ли эта правда настолько полезная будет для вас, как целительная, то ли вы порадуетесь, что у плохого человека не получилось вас обмануть, не получилось вас провести, не получилось спрятать от вас нужную и важную информацию. Ну вот идет не так. Правда, которая радует, да? От правды радость у вас на сердце идет. Еще вижу, что какой-то человек с вами свяжется. Свяжется для того, чтобы что-то обсудить. Обсудить то, о чем вы не знаете. Либо для вас это вообще какая-то новинка будет. Человек будет говорить вам какие-то странные вещи, но вам тут и совет, да? Спрашивайте, задавайте вопросы. И не бойтесь показаться невеждой. Это очень плохо, когда человек боится показаться неосведомленным, невежественным и, ну, скажем так, теряет. Потому что вы не понимаете, с чем вы имеете дело. Может, вам что-то будут предлагать, может быть, вам будут, скажем так, на какие-то важные вещи открывать глаза, а вы вот не понимаете, что это. И можете просто так махнуть рукой, сказать: не знаю, что это, не разбираюсь, да, и все, и мимо пройти. Но вот общение, да, личное общение, либо по телефону общение у вас состоится с мужчиной, либо с женщиной. Будет разговор об очень важных вещах. Дальше, с правой стороны показывают, что вы кого-то будете чему-то учить, обучать, рассказывать. Будете как ответственная, да, ответственный за кого-то. Вы, кстати, очень хороший учитель, у вас прям природный дар, талант, как учитель от Бога, да, можно про вас сказать. И вы знаете, то, что с вами происходит, это не случайно. Возможно, через такие события вам высшие силы пытаются, ну, вот, донести информацию, да, достучаться до вас, что смотри, ты прекрасный преподаватель, ты прекрасный педагог. Даже не имея профильного образования, ты можешь человека очень легко и быстро научить, причем научить качественно. Бывают люди там со степенями, с дипломами, там, с наградами, да, но человек абсолютно не может передавать информацию. Нет, бывает, конечно, что у людей это призвание, не отличные учителя. Но мне вот больше идет человек, который пробует себя только лишь в этом пробует, да, то есть у вас нет в этом опыта. Может быть, у вас и есть образование педагогическое, но педагогом, например, вы не работали. Но вот хотят вас на этот путь направить, да? Вам нужно учить других людей. Вы умеете это делать, вы можете это делать. И от вас люди прям очень хорошо усваивают информацию. Дальше вижу человека, который входит в ваш дом, либо в вашу жизнь, вот в ваше пространство входит с каким-то подарком. Подарок по лилии — это королевский подарок. Либо очень дорогой подарок, либо вещь настолько нужная, да, что она прям на вес золота. И вы так будете рады этому человеку, этому подарку будете очень рады. То есть вам это точно пригодится и не раз выручит вас, да, либо станет хорошим подспорьем. Может, это кто-то из родственников приедет и привезет вам подарок. Может, это ваш любимый человек сделает вам подарок. Может, это какой-то благодарный вам человек сделает подарок. Но хороший подарок. Прям вы оцените и оцените на все 100. Дальше. Я вижу, что вы в какой-то поездке, да, поездка, причем едете либо впервые, в первый раз, да,
в это место, либо в эту организацию, учреждение, не знаю, к специалисту, то ли у кого-то отыграется, что в принципе даже, да, поездка там дальняя, чуть ли не в другой город, да, там, в другую область, вы ездите за надеждой, а на месте вы встречаете как будто бы друга, как подругу встречаете, да, может быть, специалист настолько вот открытый, дружелюбный, вообще кажется, что у вас много общего, да, как на одной волне. То есть едете за помощью, получаете и помощь, и друга. Либо у вас с этим человеком, с кем вы будете общаться, да, кто будет оказывать вам помощь, там, медицинскую, там, косметологическую, еще какую-то правовую помощь, потом сложатся очень уникальные, как-то, знаете, наполовину дружеские, наполовину родственные отношения. Даже будучи на расстоянии, вот вы будете как-то поддерживать связь, вы будете общаться, никогда не будете друг про друга забывать. Но опять же, да, помощь будет очень качественная. Может, вы потом будете всех людей, знакомых направлять к этому человеку. И, ну, вам хорошо, что вы людям помогаете, и этому специалисту хорошо, потому что вы там рекламу классную делаете, да, направляете клиентов. Ну, здорово, точно не пожалеете, даже если есть какие-то переживания, обязательно поезжайте, все будет хорошо. И да, расслабьтесь, пожалуйста, потому что вы очень напряжены, прям очень, и это прям на лице написано, да, что у вас напряжение. Вот. Многие люди могут это воспринимать, как будто бы вы, я не знаю, там, злой человек, например, да, напряженный злой человек, готовый в любой момент взорваться. Так, и еще до конца недели решается какой-то вопрос, который, я не знаю, месяцами, годами не решался, просто вот монолитом был, и никто не мог подступиться. Возможно, это не конкретно ваш вопрос, да, возможно, это какая-то глобальная проблема, либо глобальная ситуация. Возможно, и ваша ситуация, но вот вы постоянно там сдвигали, отодвигали, скажем так, виляли в плане этого вопроса, что сегодня нет, наверное, завтра. Завтра приходит, ну, опять не получается, либо не хочется, отложу там на послезавтра, да, какие-то такие моменты были. Ну, здесь необходимость показана и окно возможности, да, вот получится. Получится, потому что окно возможностей, в него можно быстро войти и все, что нужно сделать. Или необходимость. Необходимость, когда уже, знаете, вот все. Есть эта точка невозврата, есть этот дедлайн. И хочешь, не хочешь, вот хоть плачь, но сделай. Для вас, либо для кого-то другого. Да? Вопрос будет решен. Возможно, не так, как хотелось бы. Возможно, не идеально будет решен. Но все равно здесь будет поставлена точка. Окончательная и бесповоротная. Я вижу здесь облегчение. Вот вы выдыхаете и думаете, слава Богу, ну все, да, это уже можно смело отнести в прошлое и больше к этому не возвращаться. То есть здесь вот немножко такой спорный результат, но то, что это гора с плеч, это 100%. Да, больше об этом думать не надо, и к этому возвращаться тоже больше не надо. И это, ну, вас расслабляет. Да? Это как занозу вытащить. Да? Заноза, которая болела, раздражала, вы ее вытащили, и все, теперь вам легко и хорошо. Дальше. У кого-то из ваших близких, скорее всего, это не ваша ситуация, но ваши близкие, за кого вы переживаете больше, чем за себя. Ваш близкий человек найдет контакт, либо с кем-то в контакте сойдется, кто, ну не знаю, помогает мне идет, помогает в плане вот проблем, либо решения текущей ситуации. Вот бывает, человек тебя выслушал, да, сказал, ой, мне так жаль, да, я так тебе сочувствую, и все. А бывает, человек такой говорит, не переживай, я знаю, как решить, либо я знаю кого-то, кто может тебе помочь. То есть человек не ждет, и вы не ждете, но это происходит. Помощь идет оттуда, откуда не ждали, да, на что не смотрели, на что не надеялись. Либо, ну, не было, да, ощущения, что кто-то там придет и будет помогать, либо что тот или иной человек может сыграть такую ключевую роль. Но вот мне идет как между вашим близким и его целью, вот человек посрединке, да, как посредник стоит. И опять же, вы не ждете, да, ваш человек близкий не ждет, но это происходит. Так что у вас еще и радость будет, радость за вашего близкого. Возможно, вы даже это будете как-то праздновать и отмечать. Хороший знак, мне нравится. Дальше показывают цифры. 3 и 9. 3 и 9 с левой стороны.
Возможно, в принципе, эти цифры сыграют какую-то важную роль, либо эти цифры для вас какими-то будут судьбоносными, необычными, не знаю, выигрышными, счастливыми. Тройка и девятка. Если мы рассмотрим эти цифры по отдельности, то тройка — это контакты, это дружба, это взаимодействие, это сотрудничество. Девятка — это завершение цикла, это конец всему, да. И также по девятке очень часто обучение проходит. С левой стороны это для вас неожиданность, да, вы это не можете предугадать, либо вы этого не ждете. Возможно, вы узнаете, что кто-то из ваших знакомых там закончил какой-то курс, либо уходит с работы, увольняется, там, либо переводится. И еще могут быть моменты, что вы узнаете, что кто-то из ваших, там, не знаю, коллег, например, да, либо родственников о вас как-то негативно отзывается, либо критикует вас за вашей спиной. И это не очень приятно, да. Тут даже не то чтобы неприятно, а скорее как неожиданно. То есть вы не знали, вы даже предположить не могли, что люди, которые вам еще вчера улыбались, клялись в дружбе, в верности, в преданности, за вами, значит, такую бурную деятельность, за вашей спиной развели такую бурную деятельность, что они вас критикуют, либо подвергают сомнению все то, что вы говорите, да, неприятно. Но с другой стороны, все откроется, да, откроется, и вы будете понимать, с каким контингентом вы имеете дело, да, что эти люди вообще в принципе из себя представляют. Потому что жили вы и не представляли, да, не догадывались, что такая ситуация, она повсеместно происходит. Все-таки лучше знать правду, чем в сумерках жить. Дальше показываю человека, который интересуется то ли вами, то ли вашей жизнью, то ли вашими профессиональными какими-то достижениями. Человек не интересуется напрямую, но интересуется косвенно. Через каких-то людей разведывает, разнюхивает информацию по поводу вас. Сначала вы как-то возбудитесь и скажете, что за дела, да, что за шпионство такое, это что такое, да, почему такое происходит. А потом я вижу, что вы как-то выдыхаете, думаете, да ладно, интересуется, так пусть интересуется, мне нечего скрывать, да, я ничем таким не занимаюсь, чтобы могло быть как-то неправильно воспринято, либо неправильную трактовку получила. То есть как-то, знаете, успокоитесь, да. Может, это чисто профессиональный интерес, может быть, этот интерес связан с тем, что человек хочет к вам обратиться, а может быть, просто, да, человек, допустим, налоговый инспектор, да, изучает сферу вашей деятельности, пытается понять, уклоняетесь вы от налоговой или нет. Такое тоже может быть. Но сам факт, что такое произойдет, да, это вас возбуждает и негативно возбуждает. Но с другой стороны, вы умеете взять себя в руки, умеете себя уговорить, успокоить и избавиться от этого лишнего стресса. Так, дальше. Показано, что какие-то очень необычные, интересные люди будут вас куда-то звать, приглашать. Может, в гости, может, на какое-то мероприятие, может, еще куда-то. И у вас такое состояние, что вы понимаете, что эти люди, не совсем ваш круг общения, да, что у вас разные интересы, разные взгляды. Но с другой стороны, вы хотите пойти туда, куда вас зовут. И тут такой небольшой конфуз, да, как поступить правильно, отказаться либо идти. Я скажу вам сразу, идите. Идите и не обращайте ни на кого, ни на что внимания. Поймите, что все, да, люди разные, у каждого свое мнение, свои вкусы, предпочтения, да, на вкус и цвет все карандаши разные. Просто расслабьтесь и будь что будет, вы точно не пожалеете. Мне кажется, что наоборот даже какое-то удовольствие получите. И даже как-то, знаете, душой отдохнете, да, расслабиться сможете, что-то новое для себя узнаете, подчеркнете. Да, идите, даже если это какое-то домашнее мероприятие, либо домашние посиделки, обязательно идите. Так, у кого дома животные есть? Кошечки, собачки, может быть, какие-то другие животные. Смотрите, животное что-то новое будет делать, либо что-то будет делать по-новому. И это какой-то знак. Животное с вами так общается. Возможно, животное о чем-то хочет вам сказать. Допустим, как вариант, да? Кошка, которая всегда ходит в лоток, либо собачка, которая всегда дожидается, пока вы ее отведете гулять, либо на пеленку ходит. По-разному иногда складывается. Вдруг в каком-то неожиданном месте приготовит вам сюрприз.
Животное, к сожалению, не умеет разговаривать, и животному просто нужно ваше внимание обратить на какую-то проблему. Возможно, даже придется к ветеринару обратиться, да? Либо что-то поменять в уходе, там, не знаю, водичка, корм не тот. То есть животное так говорит, да, что со мной что-то не в порядке, и обрати на меня внимание. Это вам знак такой, да? Имейте это в виду. Может, что-то не подходит, да, либо нужно что-то менять. Там, не знаю, жарко стало животному, там, водичка нужна в больших количествах, либо корм, да, сухой слишком сушит. Ну, кто заводчик, те разберутся. Еще показывают какого-то паучка. Паучок небольшой, но этот паучок, он такой, знаете, активный, да, паутинки плетет, дай Боже, с большой скоростью. И я вижу, что этот человек будет несколько раз пытаться вас запутать в свою паутину, либо втянуть в какие-то свои личные дела. Но каждый раз вы, даже сами себе не отдавая отчет, из этих паутинок просто не то чтобы выпутываетесь, вы их разрываете. И этот паучок такой: блин, да что такое? Да почему все другие попадают в мою паутину, а она нет? Знаете, прям так обиженно будет на вас смотреть. А еще я вижу, что этот паучок очень побоится, что вы его разоблачите, либо ее разоблачите. И даже как-то прям под самый конец недели дистанцируется с вами. Ни с того ни с сего, да? Просто исчезает, уходит, отмалчивается, отнекивается. Вы думаете, это что за странный человек? Вроде там сама пыталась со мной контактировать, там какие-то дела вести, а тут на тебе и сливается. Да, потому что этот паучок явно что-то не то задумал, ну, либо какую-то выгоду искал. А поскольку вы человек с такой интуицией, либо с такой защитой, да, не получается вас запутать. Наоборот, вы все паутины рвете своими случайными, спонтанными действиями. Так, дальше. Какую-то то ли посылку вы получите. Да, если вы что-то заказывали в интернете, вы точно получите свой заказ, и, возможно, даже немножко раньше, чем там, например, прописано. А может, также в тот же день, как вам обещали, как там в доставке написано, так и получите. И еще у кого-то могут быть моменты, связанные с тем, что вам передают какие-то, ну, не знаю, посылки, подарки. Кто-то решил вас там накормить, угостить, да, может, родственники передадут, может быть, там соседи излишками поделятся, да, либо там коллега на работе. Ну, это такой приятный момент, да, когда приходит, это приятно, это лучше, чем отдавать, получать всегда приятнее. Еще, мои хорошие, на работе что-то начнет получаться, но где-то, наверное, к пятнице вы будете собой довольны, либо будете довольны тем, как у вас там на работе дела продвигаются. Может, у вас действительно какой-то сложный проект, либо какие-то есть проблемки именно на работе, в работе, в делах. Но к пятнице прям обстановка разрядится, и я даже вижу, что вы удовольствие получаете от того, что вы делаете. Вот прям хороший такой стойкий позитивный результат идет, да, либо все наладится, и там, не знаю, к вам очень много людей запишется, а до этого не записывались, да, и вы скажете: все, теперь я спокойна, теперь мне волноваться не надо, да, либо волноваться мне не о чем. Так, еще. С кем-то вы станете спина к спине. Может, вы так договоритесь, а может, это без договоренности, но вот так случится в жизни. Друг другу помогаете, друг друга подстраховываете. Ну, то есть прикрываете друг другу спины. А раз вы человека себе за спину пускаете, значит, вы ему доверяете. И то же самое доверяют вам. Хорошая такая расстановка. И вместе вы представляете собой прям такую грозную силу. И даже если кто-то что-то дурное там думал, замышлял, либо хотел реализовать, люди откажутся от своих идей, потому что против вас двоих, ну, навряд ли кто выстоит, да, навряд ли кто рискнет. И да, вы спутаете планы каких-то недобрых людей, либо намерения каких-то недобрых людей разрушите. И сами того, может быть, и не понимая, да, только лишь потом вам там через время раскроется вся эта кухня, да, вся эта информация. Дальше показывают женщину, которая очень за вас переживает. И эта женщина будет вас расспрашивать, причем вам будет казаться, что вы на допросе оказались. Может, это мама, да, мама, которая за вас переживает. Может, это родственница другая, может, это подружка ваша. Но у нее явно есть переживания, какие-то, знаете, подозрения, переживания.
И тут прям такой разговор, как допрос с пристрастием. Ну, немножко некомфортно будет, да, ну, как вы взрослый человек, а вас тут расспрашивают и допрашивают, ставят под сомнение все, что вы говорите. Вы не обижайтесь на эту женщину, у нее нет каких-то злых намерений. Наоборот, ей очень тревожно, может, она сама по себе такой человек, да, тревожный, но не вижу негатива, вижу именно желание быть в курсе, чтобы вовремя, там, не знаю, подспеть, помочь, вмешаться, не знаю, там что-то разъяснить, предпринять, да, вот какие-то такие посылы, все такие хорошие, теплые и добрые. Дальше показываю человека, который постоянно катается на одном колесе. Одно колесо, моноколесо. Очень похоже на человека, который прям эгоист до мозга костей. И этот человек уже настолько в своем эгоизме себя проявил, что уже ни во что не веришь. Да? Ты не веришь в то, что этот человек когда-то изменится, что этот человек о ком-то станет думать, заботиться, интересоваться, принимать участие в жизни других людей. Но я вижу, что моноколесо сломалось. И человек, сам того не ожидая, да, либо сам того не желая, слазит с этого колеса и ведет себя немножко по-другому. Будет казаться, что этот человек что-то замышляет, да, либо явно есть какие-то намерения, но на самом деле намерений нет. Тут, скорее всего, сами высшие силы это колесо сломали. То есть дали какое-то время этому человеку, скажем так, самому понять, что быть эгоистом это плохо. Человек не понял, поэтому высшие силы это колесо забирают. Да, они его ломают, и этот человек, вот хочешь не хочешь, но начинает как-то раскачиваться, участвовать в чем-то, где-то помогать, где-то поддерживать, даже куда-то вмешиваться. Да. Вот как-то так мне идет. Значит, дурного не ждите, наоборот, здесь именно человеку нужно показать, что вы рады, да, и показать, что вы не против того, чтобы этот человек принимал там активное участие, либо оказывал активную помощь там, в каких-то важных вопросах, либо еще в чем-то, да, то есть нужно поддержать, показать человеку, что за это он может получить благодарность, да, за то, что он помогает, за то, что не стоит в стороне, что быть открытым и полезным это гораздо лучше, чем быть эгоистом. Потому что когда ты эгоист, с тобой уже никто не считается, да, никто на тебя внимания не обращает, тебе никто не верит, ты никому не нужен. То есть нужно именно это дать. Но вы можете, да, вы можете, и вы, скорее всего, будете. Так, не для всех, а для кого-то конкретного. До конца недели у вас произойдет важная для вас встреча. И исход этой встречи, он во многом будет зависеть от вас и от вашей подачи, вашего настроения. То есть если вы придете на эту встречу в каком-то негативном настроении, то исход будет негативный. Если вы придете в хорошем, в оптимистичном настроении, то все сложится намного лучше. Просто тот, с кем вы будете встречаться, будет вас конкретно зеркалить. И я вижу, что эта встреча, она даже как-то больше в ваших интересах, чем в интересах того другого человека. И, возможно, человек, не имея о вас какого-то определенного мнения, это стойкого мнения, решит для себя так, что вот как она либо он себя будет вести, так же я буду и отвечать. То есть вы приходите с улыбкой, вас встречают с улыбкой. Вы приходите там нахмурившись, либо там разговариваете сквозь зубы, то и с вами так будут разговаривать. Да? От этого очень много зависит, от того, как вы себя ведете. Не могу сказать, что за встреча, что за человек, но вижу, что для вас это важно, либо будет иметь очень важные последствия в будущем. Да? Поэтому имейте в виду и старайтесь всегда улыбаться, быть дружелюбным, открытым и человеком-оптимистом. Тогда и к вам будут также относиться, и вы тоже будете получать в свой адрес хорошее. И еще, я вижу, что вы что-то задумали, у вас какой-то план есть, да? Не будем много об этом говорить, потому что мало ли, чтобы там не сглазить, не накаркать. Я скажу так, придерживайтесь своего плана, ничего не меняйте. Вот как придумали, так и делайте. И тогда результат не заставит себя ждать. А у кого-то еще отыграется, что результат он у вас не до конца недели придет, а чуть попозже, возможно, в начале следующей недели. Поэтому не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Знаете, что все, что не делается, делается к лучшему. Вот главное, чтобы
план вы свой не меняли, да, чтобы вы не отказывались от того, что вы уже придумали, либо от того, что вы задумали. Потому что ваша задумка, она правильная, я бы даже сказала, гениальная, и она точно сработает. Просто, знаете, вот бывает горе от ума, да, когда человек вроде и так все знает, и все хорошо придумал, но начинает сомневаться и думать, что бы я мог бы там изменить, что бы я мог бы подкорректировать, да, как улучшить ситуацию. Ничего улучшать не надо. То, что вы придумали, это прям база, это гениально. Просто придерживайтесь своего плана и не сбивайтесь с него, да, действуйте медленно, но уверенно, да, не спешите. Поспешишь, людей насмешишь. Все у вас получится, да, и результат у вас точно будет, и он вас порадует. У кого-то еще на этой неделе, да, результат придет, а у кого-то чуть позже, в начале следующей недели. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.